Рестораны абхазской национальной кухни привлекают не только местных жителей, но и отдыхающих. Чтобы познакомиться с местным колоритом не только снаружи, но и изнутри, люди идут в Пацхи. Насколько качественно и насколько традиционно готовятся блюда национальной абхазской кухни, мы решили выяснить, посетив сухумские рестораны национальной кухни. Начать было решено с нарты, самой популярной пацхи в городе, известной за пределами Абхазии еще с советских времен. Зимой здесь немноголюдно, но никогда не бывает пусто. Удачное расположение на центральной набережной привлекает сюда проголодавшихся посетителей. Все хорошо, и покушать, и цена нормальная, и атмосфера, и красиво возле берега. Туристы также считают своим долгом посетить это легендарное место. Нравится красивый вид, колорит, вот местный колорит. Вот, очень красиво. И вкусная кухня. Это я помню с советских времен. Мы из Сочи сюда приезжали. И очень нравилось. Таких вкусных хачапурь не было. Сегодня в Нарту, так же, как и много лет назад, приходят отведать именно это блюдо. До 2000 лодочек в день пекут в этом цеху летом и до 500 зимой. Повар раскрыл секрет популярности лодочек. Все дело в тесте. Особого рецепта нету там, силы секрета. Обычное тесто, только яйца, что добавляем в тесто. Вот и все. Остальное не знаю, наверное, мастерство или как, от рук зависит. По словам Баграма, рассуждения на тему «раньше лодочки были вкуснее, потому что готовились в дровяной печи», досужие разговоры. Как рассказывает повар, и в те времена большинство хачапуров жарили в электрической духовке. Это все реклама была раньше, тоже все равно электрическая печка стояла у них. Ну, работали там тоже, сейчас просто, когда света нету, только там работаем. То есть, когда света нет, лучше приходить к вам и есть? Да, вкуснее, если сами такие суперские хотите, когда света нету. Сыр в лодочках из нарты адыгейский. Местный сыр, по словам повара, не подходит. Он быстро портится и трудно предсказать, какой он будет на вкус после термической обработки. Местный дорого и, знаете, как-то она нам не подходит или какой-то запах имеет вроде бы. А так это лучше на лодочке подходит. Пробовали миллион сыров, знаете, и адыгейский, еще какой-то ведровой, вот это в рассоле, что лежит, тоже пробовали, ничего. Вот это более-менее тянется хоть. Узнать, что за масло добавляют в лодочки, мы не смогли. Упаковку в нарте не хранят, и этим нарушают важное правило общепита – маркировать все продукты. В этом ресторане маркировки нет ни на одном из продуктов. Нет журнала смены масла во фритюрнице, хотя невооруженным глазом видно, что меняют его здесь нечасто. Что за мясо используется для шашлыка в нарте, мы знаем только со слов повара-шашлычника. Это бразильское отсюда, черноморец. Что? Черноморца есть. Бразильская, да? Да, бразильская. Баран тоже бразильская, только корейка у нас краснодарская. Местное мясо не покупаете? Нет. А почему местное не покупаете? Я сколько лет работаю, местный не был здесь. Не знаю. Затем мы отправились в район Турбаза, в не менее популярную Пацху Кавказ. Для приготовления традиционных абхазских блюд, в отличие от нарты, здесь используют только местные продукты. Мясо, сыр и зелень, по словам повара Анжелы Капш, привозят каждое утро с рынка. Соленье аджику готовит в этой кухне сама повар. Но она также нарушает основное правило общепита – не маркирует продукты в холодильнике и не соблюдает товарное соседство. В Пацхе Кавказ на кухне в холодильниках нет маркировки ни на каких продуктах, ни на замороженных, ни на обычных продуктах. То есть здесь в принципе нет такого правила, чтобы маркировать продукты. Все продукты выглядят свежими, но это не отмечено документально. В Пацхе, что располагается на территории гостиничного комплекса «Абхазия», здесь же на Турбазе, готовят национальные блюда исключительно так, как это делалось испокон веков. Холодильники Пацхи оказались пустыми, на что повар ответила: продукты они закупают каждый день, зимой рассчитывают только на постоянных клиентов, и у них никогда ничего не остается.
к нам приходят, чтобы поесть натуральную пищу. У нас все делается на костре. Вы сами видите, вот мамалыга, варится фасоль. Вот это фасоль. Без всяких добавок, все естественное. Это только зимой так или летом? И зимой, и летом. Что за мясо? Вот мясо, это, пожалуйста, свинина, это говядина, все копченое, горячего копчения, как вы видите. Все натуральное. Мясо местное? Мясо местное. Конечно, это не во всех Пасхах местное мясо, только у нас, чтобы вы знали. А сыр? Сыр тоже на рынке, тоже домашний, местный. Крестьянов берем. В Пасхе Абаза, что располагается в районе рынка, также немноголюдно. Хотя время в момент нашего прихода было обеденное. Залы кухни здесь рассчитаны на обслуживание большого количества гостей. Но проблемы точно такие же, как и во всех остальных ресторанах Сухума. Во-первых, нет маркировки ни на одной из заготовок. Это вчера вечером сделал, потому что не хватило у меня теста. Почему не ставите дату? Дату почему не ставите? А надо? Будем знать. Как и везде, в городских местах общепита нарушено товарное соседство в холодильниках. Зато здесь зорко следят за качеством масла для жарки мяса. Это специально отведенное для говядины. Он, когда свое свойство отрабатывает, и мы его выливаем, каждый раз меняем как-то. Ну, оно видно, мясо портится, начнется, оно не дожаривается. Мы меняем сразу же. А как часто приходится менять? Ну, бывает 3-4 раза меняем массу, да. Во всех 4 ресторанах, а мы побывали в самых популярных Пасхах города, нам рассказывали о кризисе, в котором уже около 2 лет пребывает ресторанный бизнес. Рост цен, повышение конкуренции, в целом плохая экономическая ситуация сказывается на желании и возможности людей ходить в Пасхи. Все находятся в ожидании летнего сезона и обещают исправить все свои недостатки перед тем, как в Абхазию хлынет поток туристов. Марьяна Котова, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.